Наши чиновники, не все, конечно, но вот в этих условиях Крайнего Севера вредят потенциальным инвесторам, которые готовы тратить деньги на территории города, украшать, благоустраивать, приносить пользу, строить людям квартиры. Это беда. Беда, с которой мы живем, и на настоящий момент даже при содействии органов прокуратуры сделать ничего не можем. Телепрограмма «Точка взаимодействия» не раз рассказывала об общественной деятельности Сергея Хромова, которая направлена на взаимодействие органов власти и застройщиков города Якутска для ускоренного строительства новых домов в столице Якутии. Он доказал, что существуют различные государственные программы и формы, которые позволяют ускорить строительство. Олег Леонидович, вот ты делаешь видео на протяжении 20-го, 21-го, 22-го, сейчас 23-й год, это 4-й год пошел. Прекрасно знаешь, что я обратился в компанию Якутпромстрой, так как разработал еще один проект масштабный инвестиционный, без бюджетных средств, по решению проблемы обманутых дольщиков. Вот на заднем фоне за вот эти 3 с небольшим года изменилось только то, что недавно тут экскаватор ударил несколько раз ковшом и вывезли все. Ничего не поменялось. Сергею Хромову и в этот раз пришлось проявить свою настойчивость по проверке использования государственной земли собственности Республики Саха-Якутия в городе Якутске по адресу улица Матросова, 2. Распоряжается ей Министерство имущественных отношений уже на протяжении 16 лет. Мы сейчас стоим на участке, который принадлежит МИЗО. Смотрите, как он используется. Въезд свободный, территория не огорожена. Вот стоит на нем этот самострой. И что мы видим? Все отлично. Это тарочник, который никто не убирает. Судебные затягивают 10-й месяц. 0. Результата 0. Я хочу просто, чтобы люди узнали. Вот простой человек. Самострой. Из-за этого здесь ничего не могут начать строиться. Любой человек на территории нашего города Якутска. Если вот такой вот киосочек маленький поставят, придут все органы власти, оштрафуют, наложат, будут судебные пристава и все остальное. А вот этот арочник здесь стоит 16 лет. В нем ведется незаконная предпринимательская деятельность, и всем органам власти наплевать. И по идее, если это государственная собственность, она должна быть огорожена забором, и доступ сюда должен быть запрещен. Вот это происходит здесь 16 лет. 16 лет. Благодаря многочисленным жалобам Сергея Хромова состоялась масштабная выездная проверка под председательством первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова по адресу город Якутск, улица Матросова, 2. На заданные вопросы представители ведомств отвечали весьма туманно, но снос аварийных зданий начался. Когда начали снос? 12 января. 12 января начали снос, да, уже? Да. Срок с учетом того, что там они будут восстанавливать забор. Если здание клуба, там забор. Забор, я так понимаю, что примыкает к этому. Да. Да? Далее у нас есть организация города строительства, у нас есть судебное признание сноса и чтобы... Какие полномочия? Вот это особенность в том, что наглядно сказать, что они стоят на нашем земельном участке, невозможно. Для этого мы составили акт, позвали кадастрового инженера и выяснилось, что часть здания стоит на нашем участке, вот это, часть того здания. Поэтому ранее мы не смогли... А когда они возникли? 15 лет назад. 15 лет назад. Так. Ну, это не, мы точно не можем сказать, когда они возникли. Сергей Хромов решил довести дело до конца, и чтобы на данном участке появилась новостройка по государственной программе масштабного инвестиционного проекта с помощью известного застройщика Якутпромстрой. Масштабный инвестпроект Якутпромстрой подавал уже на протяжении этих лет несколько раз. И понимаете, люди, кто меня видит, вот за этим забором находится предприятие Якутпромстрой. Вот посмотрите, у них вся производственная база, мощностя, все технические условия соблюдены, все для строительства здесь объекта. Почему именно рассматривается земля республиканская? Потому что согласно земельного законодательства масштабный инвестпроект принимает глава субъекта, а он может принимать только по землям, которые находятся в ведении субъекта. Все. Масштабный инвестпроект в части решения проблем обманутых дольщиков, а они у нас в республике есть, предусматривает передачу либо
площадей, либо не менее 40 миллионов рублей в бюджет республики. Если вы считаете, что это невыгодно республике, а вот это вот наиболее, так скажем, использование наиболее приемлемое, ну тогда я чего-то за 40 лет работы в строительстве не понимаю. Почему у нас имеется трансформаторная подстанция, у нас газовые сети, то есть у нас в плане обеспечения этого участка сетями проблем никаких нет. Хромов обратился к нам, сказал: а рассмотрите, тут земля неэффективно используется. Мы сказали, если будет решение о передаче ее под масштабный инвестпроект, пожалуйста, я подготовила бизнес-план на этот участок. Ну, если правительство республики не считает нужным это использовать так, ну, мы застройщики, строители. Будет площадка, построим. Строим мы быстро, за 2 года мы построим объект. Сейчас мы строим для общества слепых на их участке, вот им повезло, у них был участок. Мы строим объект с помещениями для общества слепых. На 60 миллионов мы им передадим отделанные помещения, которые будут соответствовать нуждам именно людей с ограниченными возможностями. Это когда планируете? Мы в этом году будем уже сдавать объект. В высоту 9 этажей и 2-подъездный мы за 2 года осваиваем. В 50-градусный мороз чиновникам пришлось давать ответы первому заместителю председателя правительства Якутии Кириллу Бычкову. Почему так странно провели теплотрассу для близлежащего дома новостройки? Какие меры проводятся для устранения ненадлежащего содержания данного участка? Вот это теплотрасса, да? Вот она. Граница участка, вот это желтые, да? Нет, границы участка коричневые. Коричневый участок, да? То есть, только получается, она за границами участка проходит? Вот эта часть... И она только вот этот участок? Да. Вот этот кусок трубы, как я понимаю, правильно? Да. Мы его видим. Вот этот участок... Ну, это не критично, пожалуйста. При рассмотрении масштабного проекта могут быть получены частные. Александр Николаевич, вот это... Не, ну можно, в крайнем случае, можно будет эту часть, ну или перенести, или можно вырезать такой небольшой пенис. Это не критично, я подумал, что она вот... Это на самом деле наоборот еще плюс. Настройки дома, здесь уже и вода идет, и тепло идет. То есть и вода к этому дому, или что-то... Понятно. Но здесь возможно, конечно, использовать. Хорошо. Александр Николаевич, вопрос можно? Кирилл Евгеньевич, вот это здание нам сейчас мешает для того, чтобы начать реализовывать проект. Вот сколько раз выдавал... Но он же в судебном находится, да? А почему нельзя сделать, закрыть его забором и межевание 300 квадратов? Потому что 70% город не судится. Представители округа, СГХ, Ну, они... имеется в виду, что закрыть въезд... Там с той стороны ворота есть, понимаете? Имеется Отделить участок, на 300 квадратов. Ну, как бы, То есть такой вариант отмежевать его, да? да, Это проще всего. предложение есть, чтобы внести в проект межевания вот этого квартала, изменения, да, в части того, чтобы объединить вот эти 3 участка и под пятном вот этих, под пятном спорных объектов, для того, чтобы их вообще как бы выявить. Так, и потом с ними следиться и... Да. По итогу, Да. значит... Чтобы их выделить. Но для этого нам нужно внести изменения в проект планировки территории. Ну, ППТ это 3 месяца. Да, и, соответственно, это же деньги. Ну, а затраты это какие? Но это затраты нам нужно считать, потому что Считайте, посмотрим тогда, на кого их можно будет положить, и потом... Потому что это внесение изменений в проект планировки и проведение кадастровых работ, и, соответственно, Ну, давайте тогда так, все понятно, значит, по этой части. Значит, с этими судебными продолжаем. По сносу, соответственно, тоже работа должна быть завершена. Вот какого февраля? 22 февраля по контракту, да? Хорошо. Значит, по поводу размежевания участков, вариант нормальный, рабочий. Тогда нам надо посмотреть, посчитать затраты, сколько будет на изменение, значит, ППТ ХМТ и, значит, решение принять. После этого можно будет опять процедуру запускать и... По срокам сколько? Вот сейчас можно, чтобы здесь все присутствуют? Вы нашли наконец-то, коллеги, это большой прорыв. Вот Кирилл Евгеньевич сейчас услышал, действительно, вот здесь собрались за все эти годы. Александр Николаевич, спасибо, вы нашли выход из сложившейся ситуации. Вот сейчас конец января.
Скажите, пожалуйста, здесь все присутствуют, когда будут сделаны документы, Кирилл Евгеньевич дал добро даже на межевой план, на средства, которые там небольшие, даже очень небольшие деньги, даже очень-очень небольшие. Давайте на следующей неделе тогда дадите примерные расчеты по стоимости межевой в этих вопросах, и мы примем решение, кто это профинансирует и сделаем. Да, ну и, соответственно, проект, Делаем там план график, да. значит, изменения это минимум 3 месяца. 3 месяца, ну, слушайте, мы уже столько ждали. Хорошо? Все, спасибо. Через месяц будет переход для начала работы. Это только проект межевания, то есть планировка, это же публичные слушания, это Госдума, это так. Проект планировки делать не надо. Соответственно, Последними ситуациями там есть изменения. Нет, там действительно только межевание и все. Там все это быстро, в 20 дней. Давайте, региональное. в отчете будет план график, да, там будет примерно понятно по срокам, он будет всем понятен, поэтому... Ну, план мероприятий накидали примерно, но мы вам его доработаем. Кирилл Евгеньевич, один вопрос. Александра Николаевна, пока вы здесь ответите, вот за 20 дней делают, это рабочий февраль. После этого, вот я конкретно вас спрашиваю, документы подали на масштабный инвестпроект, чтобы строительный сезон в Якутске в марте начинается. Когда предприятие, вот зам руководителя, кстати, теплоэнергия, вы здесь присутствуете, где? От вас заявление не поступало в строительную компанию для прохода инженерных сетей. Там председатель правительства, заблуждения не вводите здесь. Документа нет, если бы был, вы бы его показали здесь. Когда будет? Когда распоряжение? Распоряжение когда будет о передаче земельного участка? Не скажу. Ну, примерно. Не скажу. Коллеги, все, давайте решаем. На следующей неделе будет дорожная карта, и там уже все будет четко понятно по срокам и так далее. Срок, когда нам представят дорожную карту, мы определили. Следующей неделе. Все? Спасибо. Все, договорились. Ответ первого председателя правительства Кирилла Бычкова вселяет надежду на то, что будет наведен порядок на этом участке и будет рассмотрен проект по возведению многоквартирного дома. Но остается один вопрос. Вопрос наказания чиновников от исполнительной власти за то, что пришлось вмешиваться в такой вопрос первому заместителю председателя правительства Якутии. И почему чиновники позволяют себе такую бесхозяйственность в столице Якутии? Это касается не только этого участка. Нет градостроительного плана по застройке города Якутска. Целые микрорайоны Якутска не внесены в этот план. Видимо, это и является основной причиной бесхозяйственности государственных и муниципальных чиновников, ведущей напрямую к коррупционным явлениям.